Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина и наш второй ролик в этом году. В прошлый раз я вам поведала, как живем в целом, какие у нас проблемы. А проблема одна, но огромная. Большое количество животных требует немалых денег, а точнее 66 тысяч в день. Ежедневная оплата по 8 собак ежедневно. Вы молодцы, вы услышали меня снова и отозвались, за что вам огромное-огромное спасибо. И мы смогли собрать на 20 собак. То есть я оплатила 2,5 январских дня, 165 тысяч. Но январь – это не 2,5 дня. Между роликами проходит и 4, и 5 дней. Значит, надо постоянно продолжать сбор. Сегодня 4-й день после ролика, завтра 5-й и так далее. Невозможно что-то делать в таком графике. Я только считаю дни и сколько уже должна снова. Юка. Норт. Барбариска. Айна и там Влада лежит. Север. Так, беженцы. Давайте следующее. А еще мы постоянно докупаем опилки, деревянную стружку и солому в будке. Только это спасает от сырости, когда сейчас идут дожди. Иначе собаки мокрые, заболевают как люди, и начинается вольерный кашель, передающийся по цепочке всем. А покупка антибиотиков – это тоже затратно и вредно для здоровья собак. Опилки хорошо впитывают влагу, и они регулярно меняются. Вольеров много на улице и много в самом доме. Знаете, когда человек круглосуточно пашет с сотней собак, мы привычно говорим: ну, она любит собак и сама выбрала такую работу. Да, когда-то начиналось с любви и с необходимости. А потом наступила невыносимая, жуткая усталость, потому что без выходных, без дня отдыха, без помощи, просто 365 дней круглосуточного служения, поклонения собакам. Потом наступает срыв, выгорание. Это больше, чем усталость. Начинается переосмысление, и отступать-то некуда, живые души. И вот решили мы взять рабочего, хорошего, который с опытом в собачьей теме. Все согласовали, всех все устроило. Силы рабочего через месяц иссякли. Ровно месяц он выдержал эту тяжеленную работу и покинул объект в канун Нового года. Больше не смог. Вот насколько тяжелая работа. А еще и ночью нет сна из-за лая собак. Мы продолжаем сбор на оплату всех спасенных нами по списку. К сожалению, мы быстро забываем, что мы их спасали вместе и радовались каждой спасенной жизни. Давайте останемся вместе и дальше. Их жизнь и дальше зависит только от нас. Если расслабимся хоть на день, на неделю, опять и снова увеличатся долги. Напомню, жизнь этих собак стоит 66 тысяч в день, потому что их 250. Друзья, вы знаете, что спасенных и вывезенных животных я не бросаю. Хоть и тяжело успевать их и вывозить, и содержать, и кормить, и когда, не дай бог, заболевают. Вот в частности этот котик. Прилетел в декабре. Ему грозила улица в Якутске после смерти его любимой хозяйки. Очень жалко стало мне его, ведь он не виноват, что осиротел. На стрессе, а кошки бывают очень чувствительные, и он оказался таковым, он заболел. У него ФИП. И это именно от стресса. За несколько дней он стал угасать, похудел почти на килограмм. Так бы и умер, если бы вовремя не кинулись сдавать анализы и не начали бы колоть это единственное лекарство GS. Пока разбирались, что с ним, и ждали результаты, пришлось даже ставить стому, это трубочка в горле, чтобы не дать ему умереть, только бы выжил.
Лекарство дорогое, 4000, и хватает всего на 4 дня. Вот. Вот здесь находится стома, и Васеньку кормят через эту стому, потому что сам он, к сожалению, не ест. Лечение будет 3 месяца, а еще стационар и оплата этой стомы. Пожалуйста, друзья, помогите этому сироте. Без лекарства он сразу умрет. Зовут котика незамысловато Васенька. Так его звала любимая бабушка, которой теперь у него нет. Друзья, я очень хочу рассказывать вам и хорошие новости тоже. И работа по вопросам пристройства, конечно же, ведется. И если бы не эти титры, и если бы не их дороговизна и сроки в 3 месяца, то был бы какой-то продых. Но, надеюсь, скоро что-то изменится в этом плане. Не загадываю, а просто решаю эти вопросы круглосуточно. И очень-очень не хватает финансов для решения этих проблем. Приходится выбирать, оплатить оформление документов и анализов на отправку, чтобы уменьшить количество курируемых собак и тем самым увеличить долги за передержки и корма. Но зато собаки поедут на пристройство, и будет шанс обрести семьи. Или же оплачивать передержки без пристройства, без сокращения численности. Вот чтобы на все денег не хватает. Приходится выбирать. Друзья, помогайте, пожалуйста, я вас очень прошу. Было бы легче, если бы их собак было бы меньше у меня, как у других, но тогда не было бы их в живых, вот этих собак, которых вы видите на экране. А сейчас надо решать вопросы, и очень нужна ваша помощь ежедневно. Я вынуждена просить на каждый день их жизни. Пожалуйста, помогайте. Без вас не справлюсь однозначно.